Я буду немного хулиганить, Михаил, не обращайте внимания, тоже можете хулиганить, если хотите. Хорошо. Попробую. Самбэ на идут. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях знаменитый оперный тенор, солист Бурятского театра оперы и балета Михаил Пирогов. Михаил Самбэ. Самбэ, здравствуйте. Михаил, а вы все еще молодой и подающий надежды певец, или вас уже можно состоявшимся артистом назвать, который уже достиг своей высоты? Ну, в оперном искусстве можно сказать, что молодой. Молодой. Молодой солист. Еще есть куда расти, значит? Ну да. Отлично, отлично. Да. Я когда готовился, я нашел небольшой отзыв про вас, точнее характеристику, которая на сайте Саратовского театра была. Можно зачитаю? Да, конечно. Его голос — тенор приятного насыщенного тембра, гибкий и выразительный во всех регистрах. Прекрасно звучит как в лирических, так и в драматических партиях. Хорошие сценические данные и личное обаяние дают возможность артисту выглядеть эффектно в любой роли. Ну, действительно ли так? Не перехвалили ли они вас, Михаил? Или это вполне адекватная оценка? Я не знаю, но сам по себе я не могу судить. По поводу голоса, да, я могу сказать, что это вообще своего рода природа уникальная. Уникальный у вас голос получается? Природа сама по себе. Природа То есть голоса. когда я поступал в Московскую консерваторию, и осматривал фониатор, и фониатор определил, что у меня басовые связки. Так. Бас — это... Но вы тенор в то же время. Но я пою тенором. Так. То есть, что какое-то несоответствие получается, или мне кажется? В этом есть своя как бы уникальность. То есть, имея связки, то есть вот именно для звукоизвлечения нижнего регистра, да? А вы все равно в верхнем регистре я пою, работаю в верхнем. Отлично, отлично. Михаил, вы сами как считаете, от вашей профессии есть какой-то толк вообще обществу? Я думаю, да. Вот как это от вашей деятельности? Конечно. В чем выражается? Что за толк? Толк, допустим, бывает такое, что, допустим, кто-то выбирает профессию, да, вот, есть профессия вот врачи, да, вот, то есть вот именно лечат, то есть вот, я понимаю, да, людей, организм, да, вот, то есть вот, певцы вообще вот сами по себе, то есть вот именно, я думаю так, что они лечат душу людей, да, вот. Действительно, каким образом это лечение происходит? Человек, приходя в театр, если хорошая постановка, то есть именно хорошие исполнители, да, вот, человек забывает обо всем, о плохом и выходит из театра только с положительными эмоциями. Но туда ведь очень мало народу приходит в наш Бурятский оперный театр. Ну, я бы не сказал. Ну, что... так не сказали? Да. Хорошо, хорошо. Ну, вообще, вы думаете, опера способна, допустим, счастливее человека сделать? Ну, да. Как она делает? Хорошая постановка, хорошие исполнители. Ясно. Человек, приходя в театр, забывает обо всем плохом, обо всем негативном и выходит светлый, можно так сказать, очищенный от всего. Действительно. Да. Ясно. А профессию вашу вообще можно назвать сложной? Тяжкий это труд или не особо тяжкий? Сложность, конечно, есть. И если тяжкий, то в чем эта тяжесть состоит? Сложность именно, то есть вот во время рабочего процесса вот именно сохранить, то есть вот, ну, чтобы не заболеть, допустим, да, вот именно чтобы сохранить звук, то есть вот именно нужно беречься, то есть вот. То есть тяжесть сохранить состоит в том, чтобы свое здоровье беречь, получается. Здоровье, связки, чтобы именно было здоровое звукоизвлечение. Ясно. Тяжело дается? Ну, скажу, что это непросто. Непросто, хорошо. А вы не думали какую-нибудь более приземленную профессию выбрать? Я не знаю, там лесом заниматься или еще там, я не знаю, с камнями работать драгоценными. Зачем такое возвышенное это академическое пение? Честно сказать, лесом я занимался. Лесом занимались? А почему бросили? Ведь очень много испробовал, можно сказать так, работ, то есть вот во время студенчества, да, вот, были сомнения. По черному работали с лесом или по белому? Ну, как сказать, всяко приходилось. Всяко приходилось, конечно. Ясно. Да. Вот, и просто вот дар, ну, вокал, именно вокальное пение, то есть вот, если человек поет, я все-таки думаю, что это дар Божий, да, вот, дар, и у вас он есть? И он есть. Отлично. Вот, и этот дар, то есть вот мы должны нести народу, людям, то есть вот именно, потому что
пробовал раза 3 бросить вокал, да, вот, и у меня не получалось, потому что вот в течение года, то есть я уже возвращался обратно, и меня тянуло, и я уже не мог без этого жить. Престижно считаете свою профессию? Да. Отлично. Есть вообще у нас в оперке, я имею в виду в нашей лондонской, спектакли хорошие, оперные, годные спектакли? Годные, хорошие спектакли. Вот, допустим, вот последний, вот, когда вот мы ездили на юбилей города, В Москву вы ездили? В Москву, да. Пучини. Пучини, Тоска. Да, замечательный спектакль. Режиссер Юрий Константинович Лаптев. Вот. Он же поставил оперу «Кармен», тоже очень интересно. Но неподготовленному слушателю там есть что ловить, или это только на искушенного зрителя? Я думаю, да. По-итальянски ведь опера, это правильно? На итальянском. Вы сами понимаете, там, про что поете, или же это не так уж важно? У нас транскрипция идет. Транскрипция, да, то есть вот, учим, есть перевод. И по транскрипции. Да. Ну, вы там как поете, типа «Let me speak from my heart» или похоже на итальянский? «E tu come sempalle da stanca e mute belle pia creatura sotto maligna stella». Отлично, отлично, Михаил. Михаил, вам не кажется вообще, что манера пения, вот это вот оперное, что она немножко противоестественная? Мы ведь так в жизни никогда не разговариваем. Ну, вы понимаете, о чем я. Ну да. Есть что сказать в защиту? Есть разные школы, то есть вот именно итальянская школа, есть звукоизвлечение, есть немецкая школа, есть русская школа. Но я не знаю, но вы, наверное, от себя, то есть это ваше творчество. Вообще вокал требует естественного звукоизвлечения, то есть вот именно природного, да, вот, который вот человек может извлечь. Да? Бывает некоторые, то есть вот именно в поиске за звуком, да, вот, то есть вот природным, очень начинают химичить. Так. То есть их называют химики, да. Вот, часто с такими дело приходится иметь? Ну, частенько. Полно таких у нас в оперном? В нашем оперном, у нас вообще буряты, вот природа сама бурят, вот, предрасполагает вот именно к естественному. Отлично. Вот буряты, монголы. Вот. Хорошо. Да. Я, кстати, вот пересматривал, заходил на сайт оперного театра и посмотрел там оперную труппу. И там почти все буряты, я отметил про себя. Это связано, это так исторически повелось, или тут какие-то другие причины есть? Михаил, можете объяснить? Решили, да? Или, может быть, это связано с тем, что бурятские артисты только в Бурятии востребованы, а больше нигде не нужны? Ну почему же? У нас есть то есть и русские, и монголы. И русские, и монголы есть. Да, но большинство подавляющее все равно бурят, согласитесь. Да, люди, обучившись, то есть приезжают обратно домой. Ясно. Понятно. Есть такая прекрасная певица Марина Горбенкова, которая... Она, кстати, была единственная не бурятка вот на сайте. Есть Лариса Сакивякова. Ее почему-то не выставили на сайте. Надо администратору вашему сказать. Скажет. Ясно. Ну, это, я думаю, руководство скажет. Вообще, вы как считаете, нормально, когда, допустим, в постановках, типа, не знаю, «Князь Игорь», например, «Князь Игорь» играет бурят? Я думаю, нормально. Нормально. Естественно, конечно. То есть тут национальность, в принципе, вообще не важна? Трактовка, то есть истории, именно изображение, то есть то, что человек есть, и справляется хорошо с партией. Если бы чернокожий парень бы «Князь Игорь» играл, то тоже прошло бы, думаете? Если бы это происходило в Африке, я думаю, это было бы нормально. Нет, «Князь Игорь» же не в Африке происходил. Нет, вообще. Вот, если бы постановка была бы в Африке, нормально тогда? Да. Окей, отлично. А сами как считаете, Михаил, вот наш бурятский театр — это форменный такой провинциальный театр, или все-таки у него повыше немножко класс, чем обычного провинциального театра? Можно там о какой-то уникальности говорить? Я бы не сказал, что у нас наш театр провинциальный театр. Не сказали бы? Ну да, то есть именно по уровню, то есть по мастерству. Вообще то, что вот именно те постановки, которые вот ставятся у нас, вот сейчас, допустим, вот будет 28 апреля будет премьера постановки «Бал Маскарад» Верди. Вот, и чтобы вот именно поставить такую оперу, нужны очень хорошие мастера, я бы сказал, да, вот, вокального искусства. И у нас есть люди, которые справляются хорошо, то есть достойны с этими партиями. Ну что-то вот отличает нас от всех остальных российских театров? Есть какая-то такая отличительная черта, чтобы сказать, да, это вот Бгато и Б? Или такого нет? Бельканто. Бельканто? Да. Что это такое, Михаил? Объясните, пожалуйста. Свободное, красивое звукоизвлечение. То есть это, да. А, допустим, не знаю, в топ-5 можно поставить наш театр в России? Я думаю, да. Серьезно? Сейчас, да. Вот сейчас можно... Да, вот после последней поездки вот в Москву, вот, конечно, бы хотелось... Это не только ваше мнение? Почаще вот выезжать, вот, гастролировать, я думаю, да. Ясно. Ничего себе. А в топ-3, Михаил?
Ну, серьезно. Я Ну, думаю, если в топ-5 можно, я вот думаю, где там, 4-5 место или же в первой тройке? в свое время вообще Лондонский театр вот, в советское время, да? Ну, это вы про свое время говорите. Да-да-да. Три театра. Вот Большой театр, Мариинский театр и, как у нас вот Улан назвали, Милан-Удэ. Серьезно, что ли? Серьезно, да. Вот. Так, но сейчас уже все не так, да? Сейчас вот 90-е годы, это, конечно, уровень упал. Чертовски упал. Чертовски упал, просто там был полный бардак. А сейчас вот именно с новыми, то есть вот мастерами, да, вот, молодежи, то есть вот театр набирает обороты. То есть опять можем на третье место после Мариинки Большого. Возможно. я Возможно. думаю. Да, конечно. Почему? Ну, у артистов потенциала хватит? Да, я думаю, да, конечно. Легко, легко. Да. Ну, Михаил, вы там, получается, я так понимаю, сейчас на ведущих ролях в оперном театре нашем, правильно? Ну да. Сами себя там чувствуете важной персоной, когда по коридорам ходите? По коридорам Ну, или хожу. не только по коридорам, я имею в виду репетиции и Нет, все ну, остальное. знаете, вот когда полноценно идет работа, уже как бы Не до этого. особо не до этого, да, чтобы чувствовать себя или как-то вот проявлять Отлично. полноценно. Но вас там легко можно заменить, или там на вас сейчас многое что держится? И, так сказать, просто с Пироговым уже не расстанешься. По крайней мере, для меня и то есть вот для некоторых это безболезненно. Отлично, отлично. Михаил, а вы вот можете петь не по оперному, а по нормальному, как, я не знаю, там пацаны во дворе под гитару поют, или вы только теперь по оперному? Ну, почему же? Можете и так по обычному? Не знаю, не пробовал, не Ну, задумывался. пробовали, вы неужели вы никогда не пробовали? Ну, как же? Ну, почему? Ну, было, конечно. А вам что больше нравится, вот так, или вот так вот расслабленно, там, не знаю, радио в машине подпевать? Кстати, вот после работы, да, допустим, Да. я вот выхожу, вот, у меня нет такого, чтобы именно в свое удовольствие, допустим, некоторые вот включают Не радио. поете, да? Я не пою Отлично, вообще. Я вот, допустим, после театра выхожу, я включаю там, допустим, русское радио там и слушаю абсолютно, то есть вот именно. Ну, вы сможете, допустим, я не знаю, «Белые розы ласкового мая» спеть, или там «Когда твоя девушка больна» Цоя? Или не сможете? Нет, ну почему же смогу? Вы легко. А что, Легко. должен исполнить, да? Нет, об этом пока речи нет. Мне просто интересно. Вот, Ну почему? «Ласковый май» Цоя не проблема. Ну, Вообще, ну, легко. ну, конечно. Отлично, отлично. А в полжанра у вас не было мысли двинуться? Вот, например, ваш коллега Намхен Мунгзул, он на всяких там коммерческих делах поет. Вас такая тема не манит? Ну, с вами там- бывает то, что вот приглашают, да, вот. Получают отказ, я так понимаю. Получают отказ? Кто? Тот, кто приглашает. Отказ? Да, от Но вас. не часто, ну, в большинстве случаев. То есть вот, ну, по-разному бывает. Вас вообще это никак не трогает, не манит эта тема, получается? Честно сказать, нет. Сейчас на данный момент Почему? очень много работы в театре. То есть вот у нас сейчас вот Трубадур, Манрика, то, что мы вот как бы вот учим, да, вот в процессе в работе, да, вот будет сейчас 17-го будем выпускать. И потом уже сразу же идет у нас вот опера «Бал Маскарад». Ну, я так понимал, что там просто можно какие-то деньжаты поднять, которые в театре нельзя поднять, или это все ерунда? На халтурах. Да-да-да. Ну, честно сказать, это небольшие деньги. Небольшие деньги, да? То есть с зарплаты вот еще есть такое, то, сравнится. что вот именно оперные певцы, да, вот, которые вот именно, ну, бывает то, что не нужно увлекаться оперными певцами микрофонами. То есть вы бы не советовали бы с микрофоном? Я бы не советовал нисколько, да. А своему коллеге Намхену Мунгзул тоже совет говорили? Нет, не говорил. Ясно. Но я думаю, посмотрит передачу. Хорошо, отлично, отлично. Михаил, можно я перечислю некоторые награды, которые вам довелось, может быть, не все, но вот какие я нашел. Итак, дипломант Всероссийского конкурса оперных певцов Санкт-Петербург за 5-11 год, лауреат второй премии, тут их много, я, Михаил, немного времени займу, лауреат второй премии 9-го международного конкурса вокалистов имени Ленховой Ногинск 8 год, гран-при 3-го республиканского конкурса вокалистов имени Дашиева Улан-Удэ 9 год, лауреат 3-й премии конкурсов вокалистов Саратов 10 год, дипломант международного конкурса вокалистов имени Михайлова Чебоксар 11 год, лауреат международного конкурса вокалистов Улан-Удэ 11 год, лауреат первой премии 6-го международного конкурса «Три века классического романса» Питер 12 год, лауреат 3-й премии 5-го всероссийского конкурса вокалистов имени Обуховой или Обуховой? Обуховой. Липецк 12 год, гран-при международного конкурса оперных певцов имени Славцова. Славцова, Красноярск 15 год. Это считается серьезной наградой, Михаил? Ну, честно сказать, вот последний вот конкурс Петра Славцова, да, вот, ну, его можно, наверное, Серьезно? ну, потому что выступало вот именно 12 стран
То есть вот представители были 12 стран. Ну, это, я так понимаю, все равно это не самые топовые, получается, конкурсы, Ну, какие бывают. не самую топовую. Самую топовую это, конечно, самый большой, это как своего рода Олимпийские игры, это конкурс Чайковского. Это который Арен Баттер взял. Который Арен Баттер, Слушайте, да, а что вот вы поете, допустим, поет Арен Баттер и поете вы. Я бы не сказал, что там какая-то прямо разительная разница. Почему он берет эти гран-при, а вы не берете на Чайковского? Он же гран-при взял? Гран-при получил, но, честно сказать, вот, в чем разница-то? есть вот еще конкурс Глинки, да, вот, так получилось, то, что вот именно, видимо, судьба мне, да, вот то, что вот именно не Чтобы вы не взяли поучаствовал. Чайковского? Нет, не поучаствовал на этих конкурсах. Вот именно когда вот были эти конкурсы, у меня обязательно что-то было там, либо постановки, ну вот именно связанные с работой, то есть вот, у меня вот не получалось. А если бы было, то там, возможно, бы и шансы были бы какие-то. Ну, я думаю, да, ну, были бы возможны. Ну, вообще возможно с Арен Баттером сравнить, кто круче? Круче, ну, я не знаю, ну, наверное, можно. Можно, да? Можно, да. А каким там вот вы можете мне доходчиво? но- То есть я на него смотрю, он там, о, и вы тоже, о, и как бы, а в чем соль-то, в чем разница? Ну, вот, допустим, вот, в принципе, можно, да, вот, но по партиям, именно по исполнению, то есть у нас разные партии, то есть вот он баритон, по голосу баритон, я тенор. С басовыми связками. С басовыми связками, да. Но как можно, вот, именно по артистизму, допустим, можно смотреть, да, по музыкальности, я думаю, вполне можно. Понятно. Как бы, да. У вас вообще слух хороший считается? Честно сказать, я поступил в музыкальный колледж, когда я поступил, да, вот. Меня взяли из-за силы голоса и из-за фактуры. А слух не очень был, получается? Слух не очень был, да. Но развился. Мой педагог, вот, Елбаев Вячеслав Байндач, Да. первое время очень сильно ругался, то есть вот именно напрягал. Ну, вот, помогли мне вот сольфеджио, занятия вот фортепиано. Вот, Ясно. потихоньку. Еще нет, скажите уже до конца, может быть, там что-то важное было? Нет. Ничего не было Да, важного. да, Отлично. да. Я хотел сказать просто, что у нас чуть-чуть буквально несколько вопросов осталось. Михаил, вы испытываете какое-нибудь уважение перед бурятской эстрадой? Перед бурятской эстрадой уважение. Ну, Можете не отвечать. нет, ну почему же? Потому что у вас была такая многозначительная пауза, У нас есть и хорошие вы ребята. покраснели аж. Хорошие ребята, исполнители. Отлично, отлично. Вы родом с Тунки, Михаил, верно? Из Тункинского района. Да, но фамилия Пирогов не очень похожа на тункинскую. Или она просто не очень распространена, не очень известна. Пирогов, это у меня, получается, отец с Одесской области. С какой? Одесской С области. Одесской области, серьезно? Да, Так вы одессит наполовину, что ли, получается? Наполовину одессит, да. Ничего себе, вот это да. да. А по вашему внешнему облику не скажешь? Ну, бурят Шанговая Нагуда. Круто, круто. Михаил Пирогов или Арен Баттер? В смысле? В прямом смысле вам надо выбрать то, что вам ближе и больше нравится. Больше? Я думаю, в комплексе, вдвоем. Ну, Михаил, вы так политкорректно слишком отвечаете. Нет, если спектакли, если постановки, вот именно вот этих двоих людей вот в одну постановку поставить, то... Хорошо, если можно одному же только из них жизнь оставить, кого вы выберете. Жизнь? Ну да. Ну, не знаю. Хорошо. Такие вопросы. Отлично. Зарифтат Агачиев или Чингис Роднаев? Чингис Роднаев. Отлично. Бас или баритон? Бас-баритон. Берегма Личинова или Ольга Жигмитова? Так, ну сложный вопрос. Ну давайте. Ну, потому что я Кто вам больше нравится? Испытываю, то есть... Никого обидеть не хочется. Не хочу Хорошо, никого хорошо. обидеть. Скажите после окончания записи. Ну, хорошо, добро. Что такое свобода, по-вашему, Михаилу? Свобода? Да. Ну, свобода заниматься своим любимым делом. Круто. Без препятствий. Вы свободный человек? Да. Круто, здорово. Ну что ж, Михаил, спасибо за участие в нашем проекте. ВРТ. Спасибо. Да. Друзья, когда речь зашла о творческом номере, то Михаил предложил спеть песню «Кино. Пачка сигарет». Почему, Михаил, именно эту песню? Ну, потому что эта песня, можно сказать, моей молодости, да, вот и Ваша молодость давно уже минула. минула. Ну, моя молодость. Хорошо, хорошо. Вы сами курите? Курю, бывает. Нравится вам курить? Нравится. Отлично, отлично. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я бродил по всем дорогам и туда, и сюда, оглянулся и не смог разглядеть следов. Но если есть в кармане пачка
сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет в земле лишь тень. Спасибо, Михаил. Вам спасибо. Ура.